Говорят, что история – наука относительная. Каждый народ и каждое государство может трактовать ее по-своему, собирая свою доказательную базу. Однако после появления телевидения в истории произошел переломный момент. Вот, глядя на эти черно-белые кадры, которые сохранились в архивах, мы можем увидеть события, произошедшие 100 лет тому назад. Этот мир нам кажется сегодня таким незнакомым и таким далеким. Но именно благодаря этой истории у нас есть уверенность в том, что ее уже никто не сможет переснять. Олег Морозов, Рафаэль Хакимов и другие. Хорошо. Как правило, считается, что документальное кино – это кино не просто о жизни, это кино, которое может рассказать о ней, о жизни, достаточно убедительно, без пафоса и прикрас. В вехе истории документальный проект ТНВ, посвященный 100-летнему юбилею республики, позволил каждому увидеть самые значимые события в жизни региона. Интервью с известными историками, работа над архивными материалами, сотрудничество с ведущими специалистами Института истории Академии наук. Все это позволило создать объективную картину. Возможно, порой в ней были не только сухие факты, но и эмоции, переживания самих авторов, так как это было живое кино. 36 серий от рождения молодой республики в самые сложные и противоречивые послереволюционные годы до сегодняшнего дня. Больше всего поразило, когда мы работали над этим циклом, то, сколько труда и сколько героизма было вложено в судьбу нашей республики. То, о чем мы никогда не должны забывать. Это и голод, и эпидемии первых лет, и разруха, и репрессии, и Великая Отечественная война, и потом послевоенное восстановление. Ну а к нам на связь выходит Рафаэль Халиулов, главный редактор журнала «Чаян». Да, только представьте, Чаян тоже почти ровесник ТССР, моложе всего на 3 года. Возможно, через сотни лет эти материалы также будут использованы потомками сегодняшних телевизионщиков. Юбилейный марафон, прошедший на ТНВ, собрал несколько десятков звонков телезрителей. Ведущие признаются, что такую обратную связь они видели впервые. Такое небезучастное отношение народа к своей истории. Звонки принимались на протяжении всего дня с 6 утра до позднего вечера, и у каждого зрителя была своя история, которой он хотел поделиться в этот радостный день. Мы должны знать свою историю. И давайте будем изучать ее глубже, больше. Такая гордость берет, когда вот смотришь, готовишь вот эти передачи и чувствуешь, предвкушаешь, что это будут смотреть наши соотечественники, наши друзья, наши родители. И вообще за нашу республику, за ее достижения гордишься. Действительно, мы долго готовились к этому дню, и он действительно прошел как настоящий праздник, настоящий день рождения. Мы гордимся героической летописью великих открытий и побед родной республики. Ровно год тому назад в республике был дан старт предюбилейным телевизионным проектам. В течение всего этого периода каждый творческий отдел ТНВ выходил со своей инициативой и внес свой вклад в освещение этого предстоящего праздника. Телевизионщики использовали разные жанры и формы. Главное, чтобы это было интересно и доступно рассказано для каждого. Теперь в арсенале ТНВ есть и ролики с историей в несколько секунд, а также масштабные и по размерам, и по глобальности события сюжеты, в которых описана жизнь давно минувших лет. О многих фактах жители республики успели уже позабыть, а может и не знали вовсе. В каждом выпуске итоговой аналитической программы «7 дней» был такой экскурс в историю, чтобы имена героев не стерлись в памяти народа. Больше всего, мне кажется, мне запомнился материал. Это начало 90-х, когда власти Татарстана вместе с благотворительным фондом Родиона Нахапетова организовали здесь отправили сюда, пилотировали огромный десант американских врачей, которые не только обучили наших врачей, как лечить сердечно-сосудистые заболевания, но и сделали десятки операций, спасли десятки жизней наших детей. И мы по традиции начинаем с истории ТССР. В этот день, в 1923 году, в стране приняли постановление о так называемой Султан-Галиевской контрреволюционной организации. Чем запомнился этот день в 100-летней истории ТССР? Так начинался каждый выпуск информационной службы новостей ТНВ. Задача действительно не из легких. Это кропотливая, практически исследовательская работа. Какие природные катаклизмы были в Татарстане, как проходила электрификация, телефонизация, как одевались, чем питались в Советском Союзе. Эти и многие другие темы в итоге были воплощены в яркие, незабываемые материалы. Мы находили героев, которые с огромным удовольствием это рассказывали, вместе с нами проживали. И для нас это очень интересный опыт, потому что ребята, которые сейчас работают в новостях, этого ничего уже не знают, они знают здесь и сейчас. И они с огромным удивлением и интересом узнают
А что было 50 лет назад, 60 лет назад? Половина урожая Казахстана, половина миллиарда вывезли наши красавцы камские автомобили. Этот юбилей позволил понять многое. Но, во-первых, это то, что исторических архивов сохранилось не так-то и много. То, что сегодня нужно беречь каждый кадр, нужно ценить то наследие, которое передано нам нашими коллегами, свидетелями тех событий. Многие из нас получили хороший опыт, умение находить, выявлять, добывать информацию. Ведь сколько всего еще неизвестного и неизведанного таит в себе наша история. Эльзира Юзаева, Андрей Кузьмин и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.